Скажем так, что я с другими кандидатами виделся, дружу, общаюсь. И все задают всегда один и тот же вопрос, сторонники. Они тебя сажали, а что ты с ними делаешь? Вопрос очевиден. Я всегда говорил, что если дети погибнут ради Родины, готов. И поэтому, если я думаю о своем Отечестве, я вижу, где оно пойдет вперед. Бороться Бадру Зурабовичу с коррупционерами или бороться другим кандидатам с криминалом? Где проще? Здесь просто ему надо подпись поставить и уволить человека. Там надо будет его терять с фамилиями, со всеми историями. Это две разные команды, которые мы кулуарно обсуждали, что они между собой ругаются. А сегодня мы говорим, вы будете нести ту же правду. Если мы все против апартаментов, я задам вопрос, сколько машин вы сожгли, когда их строили? Сколько строек вы закрыли? Ни одной. Тогда мы не против апартаментов, а ради того, чтобы что-то использовать. То нам паспортизация нужна была. Потом мы в грудь бьем, что Гальский район наши братья. Так где что как есть? Давайте с друг другом правду говорить. Кулуарно слышу, что, например, все говорят, нас армяне постоянно обвиняют, давайте разделим голоса. Что значит разделим голоса? Что значит обвиняют? Начнем с того, что вы многие знаете, что считаю граждан Абхазии всех ответственными за ее будущую судьбу. Значит, мы все вместе должны это делать. Мы не должны разделять голоса, чтобы было удобно. Будущее у нас одна. Республика у нас одна. В других местах говорят, придем, разберемся. Это в армии, уперся, разобрался. Здесь не так. Здесь именно надо прогнозировать, потому что сады посадили. Вот пришла следующая власть, говорили, что будет все лучше. Что мешало их дальше чистить, содержать, развивать? Что мешало сделать склады, хранения? Никто ничего не делал. Мы государственные деньги вкладываем, следующая пятилетка, мы просто это все уничтожаем. Надо сделать горизонт планирования для всех, чтобы следующая команда, когда приходит, она не могла уходить, кроме развития. Или это дальше доверять, развивать. И поэтому ходить вам сейчас красивые программы навязывать, извините, не буду. Я вам в открытую говорю, нету настолько времени. 2 месяца наши бюджетники без зарплат посидели, и они обратно получили, и намека не поняли. Чуть-чуть в себя придем, давайте. Или мы все вместе сплотимся и скажем, мы выстоим. Как в свое время в блокаде было. Но хорошие времена расслабляют нас. Я сомневаюсь, что мы к такой блокаде готовы. Давайте не будем провоцировать. Давайте тихо, спокойно построим наше государство. Извините. В 2012 году я поддержал Гумба, когда он шел в парламент, и сегодня, когда он идет в президенты, я в открытую заявил, что я поддерживаю его, потому что я верю в его чистоту, и я верю в то, что ему надо просто избавиться от коррупционеров. И у него есть команда, есть там какие-то отдельные личности, которые вызывают раздражение, но их можно уволить. А вот в других лагерях не только личности, которые раздражают, а личности, которые, наверное, неприемлемы вообще допускать куда-либо. Но другой вопрос. Президенту надо уволить, а новому кандидату, который с ним идет, что он будет делать с тем же криминалом? Их не уволишь. И поэтому я для себя понимаю, что Бадре Зурабовичу проще справиться со своей проблемой, чем остальным кандидатам.